Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. 31 октября свой профессиональный праздник отметят сурдопереводчики. Люди очень важной и редкой профессии. Слабослышащие и глухие люди, а их у нас в стране по разным данным до 200 тысяч, считают их неразрывной нитью связи с миром слышащих. Работать с глухими непросто, и дело не только в своеобразии языка жестов, а особенно важны человеческие качества, такие как чуткость и доброта. Свою возможность слышать и понимать этих людей сурдопереводчики воспринимают не просто как труд, а как дар. О трудностях перевода в буквальном смысле этого слова поговорим с моей сегодняшней гостьей Ульяной Максимовой, переводчиком русского жестового языка, председателем регионального отделения Всероссийского общества глухих и слабослышащих. Ульяна Павловна, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Как все-таки правильно, сурдопереводчик или переводчик русского жестового языка? Если взять историю, раньше термин сам сурдопереводчик обозначался как перевод с устной речи на русский, на жестовый язык и наоборот. Это применялось обеспечивать коммуникацию между слышащими людьми и людьми с нарушениями слуха. Потом уже был внесен как специально сам сурдопереводчик уже в 1992 году при ходатайстве Центрального управления Всероссийского общества глухих и тарифно-квалификационный справочник. А затем уже 2024 года, в феврале месяце, уже внесен федеральным агентством специально уже переименован на переводчика русского жестового языка. Но принципиальной разницы нет. Сурдопереводчик – это просто старое название, да? Да, это старое название. Просто если взять из английского слова «сурдо», «сурдо» обозначает «глухой». И представьте себе глухой переводчик. Вот. Понятно. А как вы пришли в эту профессию? В эту профессию я могу сказать, что с самого рождения, потому что я являюсь сама тоже человеком с нарушением слуха, и у меня как бы третье поколение это, потому что у меня бабушка и дедушка владели жестовым языком, далее потом у меня родители тоже, то есть среда моего, среда общения, это был русский жестовый язык. Я как бы коренной владелец русского жестового языка. С детства? Да. Сурдопереводчики, переводчики жестовым языком пользуются и глухие, и слабослышащие. Вот какая разница и вообще не обидно ли, ну вот сейчас мы не говорим инвалиды, а говорим люди с ограниченными возможностями. Вот глухие, это нормально говорить? Да, раньше я применяла такое некорректное слово, да, глухонемой. Мы каждый раз всегда популяризируем о том, что это некорректный термин. И мы говорим, что мы люди с нарушением слуха, или можно назвать тоже человек глухой, или человек не слышит. Сам по себе глухонемой вы должны понимать более сугубо. Это понятие о том, что человек, который вообще не прошел никакое образовательное учреждение, не обучался нигде, вот таких людей, которые вообще не могут произносить ни одного звука, вот, да, их могут применять термин глухонемой. А мы, глухие люди, это люди, которые как бы субкультурное меньшинство, да, и они все, у них есть свой язык, это русский жестовый язык, поэтому мы более глубоко это понимаем, что этот термин лучше не применять. А сколько слабослышащих людей в Якутии? Если говоря об статистике на нашем учете, стоят люди более 1450 человек. А по статистике Социального фонда России их более 5000 человек. А почему такая разница в статистике? Потому что по уставу нашего Всероссийского общества глухих Якутского регионального отделения гласит о добровольном вступлении в нашем обществе. Поэтому люди могут и вставать, и не вставать. То есть всего их больше 5000, но в вашем обществе стоят 1000? 400. 1400, ну 1500, да, грубо говоря. Вот еще такое есть распространенное заблуждение, и я сама была его жертвой. Мне всегда казалось, что жестовый язык, он один и он международный.
и что все слабослышащие друг друга понимают, на каком бы языке речь ни шла. А оказалось, что русский жестовый язык, он отдельный. Вот расскажите об этом. Хорошо. Если вы, я знаю, что часто люди видят, как между собой неслышащие люди общаются, да, вот своим жестовым языком. Нужно понимать, что это русский жестовый язык. Потому что во всем мире есть более 200 национальных языков. Поэтому русский язык признан еще в 2012 году государственным языком, а он внесен изменения президентом нашим Владимиром Владимировичем Путиным в статье 14 181 Федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации. А сам русский жестовый язык, он такая полная село-лингвистическая система со своей грамматикой, со своим синтаксисом, сильно отличается от грамматики русского языка. И со своими этими компонентами, да, очень много, допустим, вот, выражений, форма лица, форма руки, движение, направление, там, скоростное направление, допустим, да, их очень много. Есть не мануальный, очень много видов жестовых языков. Есть калькулирующий жестовый язык, есть синхронный перевод, есть последовательный перевод, есть линейный перевод, есть русский жестовый язык. И под этим понятием очень много подвидов. Я знаю, что в русском жестовом языке очень важен порядок слов. Он там особенный, да? Да, сам он особенный, вы совершенно правы, потому что он еще носит со своей вот этой культурой, со своими такими интересными, очень такой сложными, да, для нормотипичных, да, посмотреть. Он как бы, так скажем, красивый образ такой, со своей пластикой и так далее. Очень много понятий, которые, допустим, мы просто показываем дерево. А если мы его, да, в каких-нибудь компонентах показываем, ну, чуточку поменяем дерево, что он делает? Если можно составить целое предложение, что дерево стоит где-то на поле, и что дует очень сильный ветер, и что это дерево очень сильно качается. Вот одно понятие. Допустим, да? А если мы покажем дерево, прищурим глаза, это что означает? Это означает, что ветер дует такой скоростью, что человек не может ходить. Вот целое движение, я не знаю, как это объяснить, но это правда. Чтобы изучить русский жестовый язык, это нужно занимать очень много времени. И этому обучают в Московском государственном лингвистическом университете. Есть Новосибирский государственный технический университет, тоже обучает факультете лингвистики. После этого каждые 3 года повышают свою квалификацию. Вышел тоже стандарт русского жестового языка. После того, как вы сдали, допустим, да, повышение квалификации, подтвердили свою навык русского жестового языка, еще надо будет еще пройти независимую оценку квалификацию. И как только вы проходите эту оценку, он проходит 3-ступенчатую проверку. И только через 30 дней вам придет ответ, что вы действительно прошли или нет. Ничего себе. А сколько у нас в Якутии переводчиков, вот таких, как вы? В Якутии действительно такой большой дефицит, как профессиональный переводчик русского жестового языка. Мы сдали в этом году в сентябре месяце в городе Хабаровске, нас 3. Всего 3 на всю Якутию сертифицированных переводчика? Да, на всю Якутию. Сертифицированных переводчиков всего 3 человека. А просто, который владеет, но не подтвержденный своим документом, их более 20. То есть действительно уникальная профессия. Да, действительно очень такая сложная, уникальная, редкая профессия. А какое у вас поле работы? Как часто, где?
пользуются люди с нарушением слуха, владеющие русским жестовым языком, да, они ежедневно пользуются во всех сферах, и в образовании, и в искусстве, или правоохранительных органах, если даже в бытовых общениях, между слышащими и неслышащими людьми. Допустим, нам ежедневно поступают заявки о том, что необходимо на прием к врачу элементарно, потому что многие врачи, которые носят маски, слабослышащие люди, они читающие, которые по губам, все равно не могут услышать то, что говорит врач. Поэтому они вынуждены пригласить переводчика, но не все соглашаются работать с переводчиком. Они говорят, переводчику тут зачем? Если говорить о Социальном фонде России или мои документы, да, многофункциональном центре, там у них есть планшет с применением робота-переводчика русского жестового языка. Есть такой, да? Да, есть такое. Вот недавно я ходила на проверку качества работы. К сожалению, да, мои документы, они эти планшеты представили мне в рабочем положении. То есть она не работала. Хотела бы проверить, действительно, чтобы во всем была доступность для глухих людей и слабослышащих. Мы в этом направлении очень усердно работаем. Как раз мы уже тесно начали работать в этом году с прокуратурой республики, прокуратурой города Якутска. У нас уже тщательно во всем сфере образования, сфере культуры, сфере видео идет проверка наличия переводчиков, чтобы наша цель основная это чтобы улучшить качество жизни глухих. А русский жестовый язык используется на всем пространстве бывшего СССР, да? Да, на все пространство бывшего СССР. Я бы хотела немножко для предыстории. Да? Вот. Вообще сам жестовый язык, он появился у нас при правлении Павла I. У него была супруга-жена императрица Мария Федоровна. Вот. Она случайно шла мимо. И когда увидев императрицу, все крестьяне, все дворяне поклонялись. И обычно, да, по привычкам, по обычаям, они ее приветствовали, наклоняясь. Единственный мальчик стоял прямо и смотрел ей в глаза. И Мария Федоровна увидит этого маленького мальчика и сказала, почему он не наклоняет и смотрит прямо мне в глаза. Матушка этого мальчика сказала, что он не слышит. И Мария Федоровна очень заинтересовалась этого мальчика. Она пригласила всех европейских учителей, кто потом уже это за основу потом пошло отечественной сурдопедагогики, да, взяли французскую методику. Потому что тогда все брали от французов в те времена. Да, в те времена. В 1806 году она основала первую школу Павловскую, что под Санкт-Петербургом, школу для глухих. То есть сама императрица? Сама императрица. Вот заложилась эта история, дальше все пошло. То есть национальных жестовых языков, их, очевидно, меньше, чем просто национальных языков. То есть нету армянского жестового языка, нету азербайджанского жестового языка. Вот азербайджанского языка я бы хотела отметить, что они как раз вот в 2024 году уже утвердили свой государственный язык, азербайджанский жестовый язык в прошлом году. То есть с этим я бы хотела поздравить наших коллег с внесением государственного жестового языка. Он, наверное, на основе турецкого жестового, нет? Нет, он на основе русского жестового языка. Очень многие у нас бывшие вот СНГ, да, бывшие в то время, когда в советское время они были нашими одной большой страной, они применяли все русский жестовый язык. А потом уже, когда произошло вот раскол, и после этого у нас все, кто проживает в СНГ, они все полностью владеют русским жестовым языком. Так что у нас есть какие-то, большинство похожие, может быть, какие-то свои диалекты применяются. И тоже хотелось бы отметить, что даже в России, да, сколько у нас регионов, допустим, 86 регионов общества глухих, у всех есть свой диалект.
Допустим, мы показываем колбасу, а дальневосточники где-то могут показать колбасу, центральные части могут колбаса. У всех свои диалекты. Еще и диалекты. А есть сленг? Да, тоже есть сленг в узких кругах глухих. Они тоже применяют эти сленги, потому что то же самое в русском языке, да, слово приходит кринж, там очень много новые слова, и мы тоже самое тоже применяем эти новые сленги. Слово кринж мы перетаскиваем от слова, ну, это плохое слововыражение, пись. Вот так кринж показать, да? А как переводятся якутские слова, которые есть в русском языке? У нас же есть понятия такие, как ланхо, исэх, сирге, хамус, которые любому якутянину понятны без перевода, но очевидно, что в общем русском жестовом языке их нету. Да, к сожалению, на якутском жестовом языке у нас государственного, к сожалению, нету. Но мы применяем свои тоже местные диалекты, и мы, вот как якутский народ, мы говорим, то, что видим, что, допустим, исых, да, очевидно, исых, в основном, что мы празднуем хороводы. Люди глухие очень такие визуально... Ну, визуальные. Да, визуальная память, очень хорошей памятью, поэтому мы применяем их как исых. Это мы танцуем асохой, хоровод, исых. То есть исых и асохой одинаково будет? Да, исых и асохой одинаково будет. Это применение, такое применение нигде не применяется, это мы применяем. А хамус, наверное, будет так? Хамус. А сирге? Сирге уже вот так показываем образно, потому что там такое изображение там с фигурами, и мы показываем вот так. Возвращаясь к прямой линии главы, вы работали в прямом эфире, это был синхронный перевод, и там ведь звучали тоже вопросы и на якутском языке. То есть, получается, вы переводили на русский, а потом на русский жестовый. Да, действительно, вы правы, потому что, как я еще раз повторюсь, у нас нет якутского жестового языка. Мы вот это в самых экстремальных условиях, когда переводчики не имеют права на ошибку. И они моментально должны все перевести. Допустим, на прямой трансляции от зрителей поступал вопрос на якутском языке. Мы их уже в своем голове уже с якутского языка переводили на русский язык, с русского языка на русский жестовый язык. Только тогда уже покажут. Это должно быть все очень быстро, потому что синхронный перевод, он не должен оставать 5 секунд. Не более 5 секунд? Да. Мы не имеем права оставать не более 5 секунд. В чем еще была сложность? Вы ведь менялись во время эфира. Да, потому что по нормативу, если смотреть по нормативу, переводчик русского жестового языка максимально может переводить синхронный перевод 30 минут, все, не более, потому что человек уже быстро выгорает, выгорается, и он больше не может сообразить все, потому что выстраивать это предложение каждый раз по трехзначному переводу, это очень сложно трансформироваться, и необходим перерыв. Мы менялись каждые 30 минут с переводчиками. Нас было 3, мы переводили, меняясь друг друга. Ну, те самые 3 сертифицированных переводчика, которые у нас в республике есть. Бытует мнение, что сурдопереводчику не обязательно соблюдать дресс-код, достаточно того, чтобы не было яркого маникюра и крупных колец. Так ли это? Ирина, да, действительно это так. У переводчиков не должно быть ярких ногтей, чтобы мешало бы переводу, потому что у нас еще в русском жестовом языке есть дактиль.
Дактиль — это азбука, которую мы показываем, где нигде нет перевода. Это имена, название компании, название города, да, где вообще не переводится. По буквам? Да, по буквам. И они не должны мешать. Вот, они должны быть нейтральными. Цвета позволяют только нюдовые, не длинные ногти. Также не должны быть слишком яркие украшения, чтобы мешало переводу. Дальше однотонная одежда должна быть, чтобы она не мешала брошкам. Чтобы... У нас же перевод полностью охватывает чуть выше головы, чуть дальше плеча и чуть ниже туловища, да, талии. Вот перевод, оно не должно все это мешать. Волосы должны быть убраны полностью. И, кстати, я бы хотела сказать, что на экзамен это все учитывают. Да, действительно, это сложно, но в то же время очень интересно. И нам очень нравится, если человек будет заинтересован, и у него расширяются все кругозоры, и он становится более таким чутким и творческим. Я еще заметила, что во время перевода вам важно проговаривать и артикулировать. Это тоже важно, да? Да. Там во время перевода я, как ранее еще, да, говорила о том, что здесь имеет большое значение форма лица, форма руки, движение руки, направление, да, куда мы... Это все отражается. Даже если мы артикулируем, мы можем, потому что если, допустим, ключ, оно разного, да. Амонимы есть. Да. Допустим, еще ручка, а может быть ручка, или же ручка двери. Мы должны это отражать тоже, говорить. Мы же не будем говорить там что-то такое, там другое обозначение, поэтому артикуляция, она имеет большое значение. Ручка или ручка двери. Артикуляция очень важна. А вот дерево, которое вы показали, наверное, тоже разное. Дерево, которое растет, и дерево, из которого сделан стул, например, да? Вот, смотрите, очень такой яркий пример есть. Я всегда об этом, когда меня приглашают на семинар или на обучение русского языка, я всегда показываю один из ярких примеров. В лесу родилась елочка. Это стихи все знают, да? А вот сам смысл слова «родилась» мы показываем «родилась». Но елочка не так да, родилась. А в лесу родилась елочка, мы же не можем показать, что он родился. Поэтому мы показываем, что в лесу родилась, начала жизнь. Вот начала жизнь елочки. Вот уже смысл перевода мы уже показываем. А сама вот это, да, допустим, слово, оно очень много имеет значение. И нам самое главное перед тем, вот просьба всем, кто приглашает нас переводить на русскоязычный язык, заранее, заблаговременно предоставьте тексты, чтобы мы смогли это взять, понимать, о чем будет речь идти. Может быть, об экономике, может быть, об образовании, может быть, об культуре. Это мы должны заранее все изучить и перевести, чтобы донести до глухого, слабослышащего человека. Вот вы заговорили о переводе песни, и тут встает вопрос о художественном переводе, да? Перевод песен, текстов, стихов, художественных произведений. Это же, наверное, неимоверно сложно. Да, я с вами очень соглашусь. Это вообще другая сфера культуры, это искусство этого языка. У нас есть Якутское региональное отделение ежегодно проводит республиканский конкурс «Поющие руки», как мы называем ее, «Поющие руки» в жестовом исполнении. И там участвуют все дети коррекционных школ, которые владеют русским жестовым языком, и студенты, то есть все категории людей, которые владеют русским жестовым языком. Есть еще слово «кода». Кода — это чьи дети, которые здоровые дети у глухих родителей. Мы их называем кода. Они очень свободно тоже владеют. И они участвуют в этом конкурсе на жестовом исполнении песни. Это тоже отдельное искусство. Это
тоже свои правила, свои, вот как бы объяснить, это тоже как-то, как вы понимаете, Тонкости свои. Да, песня и просто роман, они очень сильно отличаются, мы прекрасно понимаем, чем отличается песня от романа. То же самое русский жестовый язык, жестовое исполнение песни, якутского песни, да, вот. То же самое. Ну вот как переводчик с иностранного языка, переводчик поэзии — это отдельная профессия, да, и могут быть разные, мы же знаем разные переводы классических произведений на русский язык, допустим, да, того же, я не знаю, Бёрнса переводил Маршак, там, и ту же «Илиаду» мы знаем в переводе Гнедича, в переводе Жуковского. Вот. А на русский жестовый язык есть ли разные варианты переводов какого-нибудь известного стихотворения? Авторские? Или нет? Так, это уже надо подумать. Ну, такое, сложный вопрос, да, он мне только что в голову пришел просто. Вот надо подумать, но есть неофициальный гимн, может быть, это тоже можно говорить. Да. Ага. Есть неофициальный гимн, называется «Сила рук». Автором является сам, прошу прощения, имени не забыла, Исаев, точно Исаев. «Сила рук». Он признан неофициальным нашим гимном, и мы его в Якутии только начали внедрять. И он потом плавно будет уже масштабироваться во всей России. А в России, кстати, да, они все уже полностью используют. А в Якутии пока еще это не было, и мы решили его тоже включать во всех мероприятиях, наш неофициальный гимн «Сила рук». А вот кода — это международное слово, да? Да, это кода. Потому что я смотрела сериал «Дораму» корейскую, и там вот как раз главный персонаж был такой вот мальчик, они его называли Кода. Здесь тоже вышел американский фильм «Кода». Там тоже я тоже посоветую всем посмотреть этот фильм. Там рассказывается про девушку, которая сталкивается между слышащими и неслышащим миром. И у нее еще подростковый возраст, она прекрасно понимает, что у нее это бурые эмоции и так далее, да. А родители все время заставляют ее в каждую бытовую жизнь приводить все, что происходит вокруг них. Вот такой спектр эмоций фильм полностью отражает. Я всем советую посмотреть, и можете уже понять, может быть, вы ознакомитесь с нашей культурой. Я бы еще хотела отметить, что во всем мире, да, используется более 200 национальных языков. У нас есть Всемирная федерация глухих и Международный комитет спорта глухих. Они вот во всей стране же собираются, чтобы проводить все эти Олимпийские игры или же конференцию международную. И мы используем IC, это означает International Sing, международный жестовый язык. Если говорить на русском языке, то это международный жестовый язык, чтобы мы могли между собой понимать друг друга, да. Международный жестовый язык, он тоже перенят очень многие слова американских жестовых языков, французских, и вот чтобы мы друг друга все понимали. То есть он специально придуман, да? В каком? Да, он придуман специально для того, чтобы мы общались. И буквально даже недавно, а вот в каком году я точно не могу сказать, но он точно есть. Он вышел тоже буквально в 2000 каком-то году. К сожалению, я не помню. Но это что-то типа эсперанто, да? Если вот универсального языка. Да, упрощенного немножко, наверное. Да, он более упрощенный и он более понятный. Все дактили перенять из английского, чтобы мы понимали друг друга, потому что во всем мире пользуются английским языком, да? Вот, большинство все это на английском языке. А как показать ваше имя?
Показать на дактиль? Да. Ага, на дактиль. Меня зовут Ульяна. Здесь тоже надо заприметить, что я показываю не так, а здесь, именно здесь. Он не должен быть чуть дальше, не должен быть чуть выше, а здесь. Ульяна. И он не двигается никуда. Он должен стоять на месте, на одном месте. А если на международном жестовом языке, my name is Ульяна. Другие буквы. Да, это уже английский язык. А так одно слово, один жест, да? Если, ну, то есть дактилем по буквам Это все название. Это по буквам, да. по буквам А название. жест это уже это полное вот такое целое предложение. Он переводит все целое предложение. Допустим, на русском языке уронила, как это там, Уронили мишку на пол, оторвали мишки лапу, нет? там Танечка тише. Тише, наша Таня громко плачет, уронила в речку мяч. Да. Вот. Как оно много, да? Давайте я переведу. Наша Танечка громко плачет, уронила в речку мяч. Нас... Это просто. Мы это показали целое предложение. Наша девочка плачет, потому что мы Таню не называем. Мы говорим, что эта девочка плачет. И что она сделала? Уронила в речку мяч. Все. Такое, да, это такая вот, это уже заранее в голову продуманное все, и мы переводим все это со смыслом, чтобы зрители это понимали. А как сказать, это программа «Якутия в деталях»? Как? Это программа «Якутия в деталях». Наша программа называется «Якутия в деталях». Это программа «Якутия в деталях». А знаете, почему это я показала? Потому что это официально, поэтому мы калькируем. Это калькирующий жестовый язык. Это программа «Якутия в деталях». А если бы об этом была речь где-то не в студии, а где-то там, вы бы показали по-другому? Да, показали бы по-другому, да. Мы, если со своими, и мы просто сказали, что это на телевидении было. И все. Больницы, суды, банки, вот список мест и учреждений, которыми пользуются слабослышащие люди наравне со всеми другими, он обширен и велик. Получается, нужно всю жизнь пополнять свой словарный запас? Словарный запас на русском жестовом языке, его нужно пополнять всю жизнь, потому что с каждым годом, да, мы с вами давайте согласимся на то, что на русском языке каждым годом тоже приходят новые слова, да, новые слова каждым годом, и мы тоже самое русском жестовом языке пополняется каждым годом все новые и новые, и поэтому я всегда говорю, что переводчик русского жестового языка всегда должны учиться осваивать новые и новые, потому что мы могли знать только один язык, как я еще ранее говорила, что в другом регионе они применяют еще свои языки, да, диалекты. Вот это мы тоже должны знать. Мы должны применять все возможные жестовые языки. Потому что, может быть, все зависит от самого глухого. Да? Может быть, он применяется калькулирующий жестовый язык. Если я покажу ему на русском жестовом языке, оказалось, что он не понимает меня, а он понимает по-другому. И нам, как переводчик, профессиональный переводчик, должны переходить уже на те владения, которые владеет сам глухой человек. А какие самые сложные трудности перевода? Самые сложные трудности перевода — это синхронный перевод, когда все это
экстремального условия. И мы это называем, когда проходят все прямые трансляции, прямые линии, да, вот. Это самое сложное, потому что там нет готовых текстов, все должно на расхват, быстро все это успевать, и за 5 секунд вы должны уже все перевести и передать этот смысл перевода глухому человеку. И нет права на ошибку. Да, не имеет права на ошибку. Бывает же так, что человек забыл слово, что не Здесь знает. самое важное, если мы будем все время калькулировать, то да, возможно, что-то может упустить. А здесь самое важное, вы должны услышать и понять, о чем идет речь. Если, допустим, речь шла об экономике, да, или про внутренний продукт, валовый продукт, там мы должны уже сразу же концентрироваться и найти тот суть, о чем он хочет изложить. Допустим, он имел в виду о том, что у нас все идет на прибыль, на все, что у нас хорошо, мы показываем вся суть, что у нас все хорошо, у нас идет. А полностью дословно уже переводить не надо, потому что мы и так уже суть перевели. Что самое главное в вашей профессии? Что самое главное в нашей профессии, это все-таки же еще раз напоминаю, что это терпение, понимание, любовь к труду, иметь такой большой такой прям шквал доброты, потому что это такая эмоциональная тоже работа, которую нужно иметь огромную силу воли и терпения. И здесь нужно, да, я подчеркиваю, доброту. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы нас пригласили, и у меня была возможность рассказать всем, чтобы понимали, что значит русский жестовый язык, и понимали, что означает сам переводчик русского жестового языка, и все-таки признали, приняли их в нашей среде. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня по-прежнему зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.